Доброе утро, дорогие друзья. Дело в том, что почему-то наш дорогой YouTube отказался работать. Мы находимся в центре подсчета голосов Якутской городской территориальной избирательной комиссии. Алла Георгиевна, мне сказали, что по главе у нас жесткие изменения. Да, можно что-то либо к этому подсказать? У нас, конечно, еще итоги голосования не подведены. У нас не привезли протоколы порядка где-то 20 комиссий. Поэтому, когда они будут введены в Госвыборы, тогда мы можем говорить о том, кто у нас победил. А вот у лидеров тех участков, которые на сегодня сколько вот на это время проголосовало примерно? Сдали Я отчет. не могу сказать, потому что немножко получается так, что наблюдатели на местах, которые сидят на участках, они всегда информацию знают раньше нас. Мы ждем протоколы участковых избирательных комиссий и вводим их. Каждая комиссия привезла по 6 протоколов, мы их ввели в Госвыборы, а вот общий такой свод и анализ мы делаем после последнего протокола. Поэтому получается, что мы сейчас не можем сказать, кто, например, победил в округах, депутаты, да, какая в целом картина, по Илтумену, например, на территории города. Надо ждать последнего, кто сдастся. В лидерах у нас сегодня на главу города Якутска по предварительным итогам Светлана Арсентьева, правильно? Да? У нас еще нет предварительных итогов, но вы можете сами посмотреть на экранах, как участки, какие голоса избирателей были. А можно примерно один из... Тут все, по-моему, видно. Посмотрите, тут фамилии кандидатов есть. Это у нас какой? Это начиная... Какой участок я просто... Нет, номера участков написаны наверху. А это округ сверху? Нет, это у нас в данном случае, когда город Якутск, мы единый округ. И все наши участки, которые принесли протоколы, да. Смотрим по фамильно. Сельчина Сардана Владимировна. Здесь только этот, да, синим. Нет, итога нету. Каждый участок, он написан отдельно. Это сколько голосов за кого из кандидатов отдали. Например, 719 участок. И смотрите, как проголосовали, какие голоса за кандидатов. Можете посмотреть. Да, лидирует Сардана. В данный момент это получается, можно еще посмотреть так для наших зрителей. Водные таблицы. Да, смотрим наши. Сардана у нас наверху, Александр Александрович, 19-й. Смотрим, предпоследний. Да, отрыв есть. И сегодняшний день практически я хотел бы узнать, сейчас в данный момент внизу уже есть сводная таблица на экране, я нашим зрителям покажу, да. Данные сейчас собираются, да, и это займет сколько времени? Мне кажется, еще часа 2 или 3. 2 часа 3 часа где-то. А в 12 будет известно уже точно? Надеюсь, мы сейчас обзвонили участки, они уже на этапе составления протоколов находятся. Пока сюда довезут, пока мы здесь их обработаем. Это часа 3 пройдет. А по нарушениям пока есть какие-либо? Нет, жалоб, конечно, в адрес комиссии и заявлений было подано достаточно много, но в требованиях заявителей мы не нашли нарушения избирательного законодательства, поэтому было отказано в удовлетворении. В основном жаловались на действия участковых избирательных комиссий, но, к сожалению, те, кто подает жалобы, сами не всегда хорошо ориентируются в требованиях избирательного законодательства. Поэтому, несмотря на то, что председатели участковых избирательных комиссий давали ответы, они не удовлетворяли заявителей. Они писали в наш адрес различные жалобы в адрес Центральной избирательной комиссии. Мы всю ночь их разбирали, жалобы. А можно оценить ситуацию, там же есть я имею в виду, еще раз могу сказать нашим зрителям, если в Илтумене 4 партии, то в городской думе у нас 6 партий, там
Ну, на самом деле распределение мандатов в Якутской городской думе, оно проходит, ну, такой, ну, по сложной системе, я бы так сказала, да. Сначала нужно быть допущенным к распределению мандатов. Это будут партии, которые преодолели 5% барьер. То есть сначала будет определено, получила ли партия в свою поддержку более 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. И вот только после этого начинается распределение мандатов. И такое, ну, вследствие математической такой пропорции будет рассчитана та партия, которая получает наибольшее количество голосов, она и получит большее количество мандатов среди 15. Ну, посмотрим, как это сложится. Нам надо все это рассчитать. Ну, я просто хотел сказать, что в Гордуме уже 6 партий, а... Нет, ну, это в бюллетене имеется. Это в бюллетене. Сколько их будет в Гордуме партий, мы посмотрим, когда будут подведены итоги голосования. А это по спискам, да, имеется? Да, по спискам. А здесь вот можно к этой картине показать, что там происходит? Там спорные вопросы, мы сказали, сильно, да? Ну, посмотрим. Давайте покажем. Ну вот, например, более-менее, да, тут Это, картину можно посмотреть. Это Лермонтовский одномандатный избирательный округ уже из 4, 5, 6, 7, из 7 участков 6 введены, вот, поэтому тут, наверное, уже видно, кто лидирует. А все меня просили набережные, я не знаю, где просто здесь по таблице. Так, набережные. И Аюнские говорят, и они заполнены. Я уж так говорю, что Нет, это в ту сторону это в ту пойдем. сторону. Отсчет откуда идет? Вот набережные, один участок только не приехал. Ага, один участок. Так, я вот показываю, рассказываю, что таблица, но меня всегда интересует одна строка. Число. Действительно, к бюллетене. Да, вот. Ну что, избиратели так заполняют бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление. Либо не ставят отметок, либо ставят более одной отметки, поэтому... Мне сказали, были случаи, что просто пришли, кинули и ушли. Ну, были случаи, когда бюллетени оставались в кабинке, были не опущены в ящик для голосования. Ну, по-разному избиратель распоряжается своими бюллетенями. Здесь у нас лидер, я правильно? Это... Ну, тут надо считать, тут цифры разные. Вот, например, 300 есть. Данилов Андрей Андреевич. Да, поэтому тут надо посчитать. Тут так сразу, посмотрев, не скажешь. Так, а вот интересно, вот давайте посмотрим, это у нас какой получается? Центральный. Один из самых интересных. Здесь число действительно, ну, достаточно серьезные цифры, я вам скажу. Ну, насколько? Да. Нет, ну против 69, против 688 действительных, мне кажется, ну, не так уж не много. Не так уж много, да. И здесь лидирующую позицию тоже сложно подсказать. Да, тут тоже считать надо. 218, ничего не понял. Да, ну тут надо складывать вот эти все цифры. Еще вот здесь же появится один участок. Тоже спорный вопрос, да. Идет очень такой спорный вопрос. Мне бы Острая какой-нибудь такая борьба идет. один участок покажите мне, хоть чтобы я сказал людям, может кто-то жестко выиграл, может такой, ну, посмотреть. Или везде такая картина. Ну, сами смотрите, мне кажется, везде. Ага. И я хотел бы еще одну картину прояснить по ну, примерно хотя бы. Видно, не видно? Нет, наверное, да? Очень сложно все, да? Вот, может быть. Ага. А это какой у нас? Сайсарский. Сайсарский избирательный округ. И здесь, как бы, в Сайсарском интересно, кто у нас здесь лидер? Ну, это вот перепутали, надо 354 сюда. Сисов Станислав Иванович убедительно, получается, выиграл. Я правильно понял? Ну, судя по голосам, да. Да. Перепутали. Ну, это при заполнении При формы. заполнении, да. Дело в том, что ночь была бурная. Да, люди устали. А вот внизу у нас идут сводная таблица. Это вот как раз по партийным спискам. Это как раз вот голоса, отданные за партии. Да, я вот когда ночью смотрел, там лидировала Единая Россия. На сегодняшний день к утру уже очень спорная такая картина.
Еще хотелось бы посмотреть, что у нас происходит по Илтумен. Могу сказать, что выборы прошли достаточно серьезно. Сейчас я подхожу к ним. Это у нас партийные списки, да? Так, это, если мы тоже осмотрели, вот, это, мне просто сложно понять, это какой-то округ, да, или городской, или это просто... На территории города, так, так, по партийным спискам на территории города. В данном случае итог будет подводить не наша комиссия, мы только вот отвечаем за действия участковой комиссии и вот их данных Госвыборы, а итог-то подведет Центральная избирательная комиссия по республике. В данном случае единый избирательный округ – это вся республика. И будут подсчитаны голоса, какие отдали избиратели в целом по республике. Ну, если так взять сходу, да? Ну, я не знаю, это В городе, какой... конечно, нас много. А это вот конкретно, вот если, чтобы я не ошибся, Нет, ну это партийные списки по республике. А одномандатные округа, это надо пройти в большой зал, там сидят комиссии по Илтумену одномандатным округам. Здесь я смотрю, лидирует Единая Россия, но я не знаю, это, как это говорить, там участок написано. А можно вас попросить меня проводить туда, там, может, расскажет? Я прям... Они сами там расскажут, там свои председатели есть, которые отвечают за происходящее. Я думаю, что они прокомментируют. Я хотел бы еще вас попросить рассказать о ваших коллегах, да, как они поработали, что... Чтобы... Ну, наши коллеги, мне кажется, очень плодотворно поработали. Это председатели сейчас участковых избирательных комиссий здесь находятся в зале. Но это как раз те, кто вот самое последнее сдается. Им пришлось сегодня достаточно тяжело, наверное, на участках. Было очень много наблюдателей, очень много бюллетеней, избирателей, явка неплохая, там более 40%, я думаю, в целом по городу будет. А вообще вот такая явка низкая первый раз или все-таки наблюдалась? Мне кажется, на местный выбор не такая уж она низкая, нормальная явка для города Иркутска. То есть это... То есть люди активнее голосуют в городах, более... То есть получается, что Иркутск, ну, в среднем положении, да? Да. Ага. И на сегодняшний день хотелось бы опять вот утром сказать, сколько было у вас человек, которые участвовали, работали, и сейчас завершает такой марафон. Мы вот с вами считали, что порядка где-то 5000 человек было занято в организации проведения выборов на территории городского округа. Ну а если уже в масштабах республики, то, наверное, я не знаю, очень много. Очень, ну, 5000 человек. 800 комиссий, более 800 комиссий у нас в республике участковых. Представьте, в каждой хотя бы в среднем работает по 10 человек, это уже какая огромная цифра. Ну, дальше выводы буду делать. Мне большое спасибо за комментарий. Я хочу поблагодарить всю избирательную комиссию города Якутска за работу. Ну и, конечно, успешно ее отчитаться. Или как это правильно? Ну, у нас называется подвести протокол. Подвести протокол. Писать протокол об итогах голосования. Ну, потому что наша работа не закончится сегодняшним днем. Сегодня мы только принимаем протокол участковый. Свой, надеюсь, подпишем во вторник. Завтра уже получается. А сейчас я для того, чтобы, наверное, покажу, как люди работают, и спущусь вниз, покажу экран и зайду в соседей. То есть одномандатная по республике. В большом зале. Ну, это идут уже, дача протокола. А теперь мы пойдем прямо вот сейчас в эфире. У нас здесь на первом этаже окружной администрации города Якутска находится определенный монитор, который дает четкую картину сдачи протоколов. Я сейчас туда поднимусь, да? Сейчас, мы потом зайдем вот туда, поинтересуемся, как там одномандатные округа по республике Саха-Якутия, города Якутска. И чтобы всем было понятно, кто у нас лидирует на главу города Якутска, мы сейчас вам четко покажем картину. Ой, техника тоже не хочет сильно работать.
Вот смотрите, экран предварительного, куда сводится отчет избирательных комиссий. И мы вот четко видим. Специально для вас я показываю. Так, досрочный выбор. Так, лидер по избирательным комиссиям. Лидирует Аксентьева, второй Савинов, третий Степанов, Справедливая Россия, Заболотный, четвертый Тепор, пятый, партия ветеранов Рютин, шестой, седьмой Комаров, восьмой Люборецкий, Патриоты России. И завершает Подаруев, последний, девятый. Еще раз я покажу для вас. На сегодняшний момент Сардана Аксентьева 40 и 46% избирателей, у Савинова Александра Александровича 30,96. И это у нас по участку, вот который сейчас сдался, 4753. Вот специально показываю. Ну что, я могу сказать, что у нас появился новый мэр, женщина. Еще раз говорю, новый мэр города Якутска, нет, глава городского округа города Якутск, Сардана Аксентьева. Ну а теперь пройдемте с вами на второй этаж. Вот специально, не выключая эфир, показываю, что это идет в прямом эфире. Поднимаюсь на второй этаж и заходим. Для тех, кто интересно, это у нас уже результаты по Гагаринскому округу. Так, Народная Республика Гагаринский Ультуме. И смотрим результаты. Ну, здесь видим, Данилов Иван Иванович в лидерах получается. Ну, судя по цифрам. Я не утверждаю, но вижу, что это так. Теперь ну, это по 5-6 комиссиям. Теперь еще один округ, Гагаринский округ номер 8. Смотрим. Вот это второй, еще общая картина. Ну, могу вот так сказать. Данилов Иван Иванович в лидерах. Вот смотрите на всех участках, если я не ошибаюсь, конечно. Так. Вот это уже подсчеты голосов. Напоминаю, что итог будет окончательный подведен где-то через 2-3 часа. И для наших любопытных избирателей, ну, давайте пройдемся по Даргалахскому округу номер 7. Выборы Народной Республики. Здесь, сразу говорю, вверху это комиссии. И здесь 2 листа. Смотрим. Слоик, Ермолай, Ромашов. Здесь, если так смотреть, и на первом листе Слоик, Ромашов проигрывает. Ну, я не знаю, как правильно, но вот, честно скажу, сказать, что здесь весьма сложно утверждать. На первый взгляд не скажешь. То есть здесь уже будем ждать четкого подсчета голосов. Но если так, ну, общий взгляд, думаю, что не все так понятно. Ну, по заложенному. Вот таблица по заложенному. Кто интересуется, здесь 3 листа. Я здесь не буду никого выделять, потому что я и кандидатов-то не знаю. Ну, если пройдемся дальше, это заложено, еще раз говорю. Да, действительно, что-то вот явного такого преимущества я не увидел. При этом еще раз говорю, здесь по заложенному еще неизвестно, не сдались комиссии.
4 штуки. Сейчас зайдем в зал, посмотрим, что происходит там. Идет работа. Идет подсчет. Доброе утро. Доброе утро. Работа кипит полная. А сейчас это уже результаты, да, собираются? Да? Ну, свод сделаем. Сфотку делаете, ага. То есть практически вот то, что осталось там, висит на листе, вот заложенное, да, остался? И пригородные ждете, да? Ну, Так, я еще не смотрел, что там. Что сказать не смогу. а вы не подскажете общую картину, да? Если наблюдатели, да, которые были на участках, они, конечно, ну, своих кандидатов, ну, практически они всю ночь нам говорили, что они там выиграли, не выиграли. Но если брать общую картину, там действительно, оно, я имею в виду, что наблюдатели иногда бывают правы, да? Все-таки. Ну, они-то там сидят, но они могут сказать только по своему участку. Я не был, не сидел, не знаю. По своим-то. А представьте, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Парфенов Семен Родионович, председатель Центральной окружной избирательной комиссии номер 4. Номер 4. Ну, у вас там есть явный фаворит или еще идет подсчет? Ну, у нас вот такие закончился счет. Ага. И расскажите, можно, вот, если закончился, там есть победитель или нет? Ну, это, знаете, официально. Ладно, понял. Значит, тоже там-то мы увидели. Так, спасибо. Вот смотрите, фиксируется тоже. Все. Университетский, да? Ну и скажу университетскому, судя по всему, по кандидатам достаточно. А всего 2 листа по университетскому, да? Здесь тоже сложно сказать, потому что очень много кто из лидеров. Я еще раз говорю, что данные выборы оказались очень насыщенными и сложными, поэтому дождемся результатов уже по избирателям. Ну а могу точно сказать, что депутаты, которые уже благодаря своим наблюдателям радуются, они правы, что с чем мы их поздравляем. Я сейчас, для тех, кто не видел, еще раз покажу, наверное, для многих это сенсация, или наоборот, у кого радость, а у кого может быть ожидание. Но еще раз говорю, выборы достаточно сложные. Вот здесь тоже еще по заложенному идет подсчет. Это одна из последних. Я никогда не думал, что в заложенном такая будет это. Очень сложно здесь лидера тоже выявить. Если так брать, на мой взгляд, Слепцов. Но я ничего утверждать не собираюсь. Я просто смотрю на цифры. Сейчас, в данный момент, мы пойдем на первый этаж. Я еще раз продемонстрирую для всех. Это, я еще раз говорю, вот это у нас Гагаринский. Но по моим, первым взглядом, цифрам, здесь вот смотрите сами. Данилов Иван Иванович вроде бы в лидерах. Теперь мы спускаемся на экран. Я
еще раз вам показать эту маленькую сенсацию для масштабов страны, но очень большую для нашего городского округа, город Якутск. Смотрите, мы подходим к экрану, куда идет общая сводка. Но общая картина уже, она представляет определенные... Все, посмотрите. Вот, ну, еще раз показываю, уважаемые. Смотрите, любуйтесь. Так, сначала вот еще одна комиссия подошла. 813. Аксентьева, Савина, Заболотный. Ну, я так понимаю, что надо только 2 лидеров показывать. Теперь смотрим общую картину. Сардана Аксентьева лидирует партия Возрождения России. Савин Александр Александрович пока отстает достаточно на 10%. Так что через 2-3 часа будут опубликованы уже все результаты. Но судя по всему, это уже главная новость. Так. Я с вами прощаюсь. С вами был Олег Желнин, журналист. Средства массовой информации, телепрограмма «Точка взаимодействия». До свидания.